ружье разряжено. Сейчас я вам хочу рассказать, что значит неправильно. Что значит неправильный приклад? Это когда, ребята, приклад реально не достает. При том, когда вы держите эту рукоятку, кончики стволов у вас уходят вот так. Ружье разряжено. Ружье разряжено. Вот так уходит. Затем следующее. Это когда прижимаешь ружье, видите, вылазит. Вот эта часть приклада, она не принимает полностью плечо. Затем, ребята, не хватает пальца, чтобы нажать на спусковой крючок. Или либо, ребята, перехватает. То есть, когда он залазит вот так. Да? Затем, ребята, когда вот эта рукоятка, она у нас прямая, вертикальная. Неудобно так. Хочется вот так. Понимаете, ну вот так хочется. Вот так. Вот скидываешь вот так. А то видите, она вот так. Вот. Как-то так, неудобно. Затем, ребята, когда приклад слишком длинный, уже вылазит за плечо, понимаете, да? Когда он слишком короткий. Когда вот эта высота вот этого гребня, она у нас низкая. И человек, знаете, да, хочет вылезти туда наружу. Но, понимаете, невозможно. Потому что вот этой частью подбородка, да, а так что ли стоит, как по оптике. А эти, это когда высота гребня, это самая главная часть в прикладе, когда высота гребня ниже. Или выше, понимаете, выше. Человек вот так вот стреляет уже практически. Видите, сколько моментов нужно знать. И еще есть момент Монте-Карло, ребята, когда нужно... Видели вот таких стрелков, да, которые вот так вот стреляют, вот падают вот так, да, вот так, вот так вот прямо. И вот смотрите, ребята, вот эта шея прямо падает вниз. А хотелось бы вот так, понимаете, выпрямить чуть-чуть. Еще, ребята, когда погиб приклада играет какую-то роль. Ну, в принципе, мы на этом не заморачиваемся, потому что у нас приклады все прямые. Вот, что еще нужно знать? Из этого всего это боль, тогда, когда стрелки получают фингалы. Вот сейчас я немножко тоже получал немножко чужим ружьем, но, в принципе, я к нему хорошо адаптировался. Фингалы, допустим, здесь вот здесь вот, например, фингалы. На пальцах там прямо до ссадины очень сильно ударяет иногда. Это все связано с тем, чтобы человек, когда он просто когда он скидывается, когда у него вкладка хорошая, и он хочет, чтобы отдача не была большой, потому что все то, когда приклад неправильно лежит на стрелке, ружье начинает, ребята, прыгать. Если его положу, допустим, сейчас сюда, допустим, с патроном, да, ребята, есть гарантия того, да, что если сейчас нажму вот сюда, да, что он сделает? Что он сделает, ружье? Оно же не уйдет туда, оно туда вылетит, понимаете, ребята, прямо сальто сделает. Но это очень дурной пример для того, чтобы можно было показать, что делает ружье. И поэтому люди просто не могут попасть в мишень. Когда они стреляют, у них, когда полностью не прижимаются, да, вот это затыльника, да, печь неправильно, длина неправильно, то начинается вот так вот поклевки. И, соответственно, что? Мазать начинаем, ребята. И настроение у нас пропадает. Все, надеюсь, было полезно. До скорой встречи.